В этом уроке мы рассмотрим субъектно-объектные падежи в удмуртском языке. Всего в удмуртском 15 падежей. В 10-м уроке были рассмотрены 7 местных падежей, по которым обычно склоняются только неодушевленные предметы. По оставшимся 8 субъектно-объектным падежам могут склоняться как неодушевленные, так и одушевленные предметы. Мы рассмотрим сейчас эти падежи с примерами их употребления. Первый падеж именительный, отвечает на вопрос «кто что», имеет нулевой суффикс. Например, «со-книга» — это книга. Здесь в удмуртском в слове «книга» «а» — это часть корня, а не окончание, как в русском. Второй падеж винительный, отвечает на вопрос «кого что», выражается суффиксами «ес», «эз». «Эз» употребляется после твердых «д», «з», «л», «н», «с», «т». Пример. «Мон книга ез адишко». Я книгу вижу. Я здесь перевожу дословно, сохраняя в русском переводе порядок слов в удмуртском предложении, чтобы было понятно, какому слову соответствует перевод. Следующий падеж родительный. Отвечает на вопрос «кого чего», выражается суффиксом «лен». Например, «Иван лен книга ез». Книга Ивана. Здесь суффикс «ез» на конце слова «книга» — это не винительный падеж, а лично-притяжательный суффикс третьего лица единственного числа. То есть буквально сказано «Ивана книга его». Этот суффикс «ез» только по форме совпадает с суффиксом винительного падежа. Следующий падеж разделительный. Отвечает на вопрос «от кого, от чего», выражается суффиксом «лещ». Например, «Лут кейч кион лещ пек джиз». Заяц от волка убежал. Следующий падеж дательный. Отвечает на вопрос «кому чему», выражается суффиксом «лы». «Мон та адямилы книга ес шотишко». Я этому человеку книгу даю. Следующий падеж лишительный. Отвечает на вопросы «без кого, без чего». Выражается суффиксом «тек». Например, «книга тек дышит скины углуы». Без книги учиться нельзя. Следующий падеж соответственный. Отвечает на вопрос «согласно кому», «согласно чему» или «по кому», «по чему». Выражается суффиксом «я». Например, «удмурткил я урок». Урок по удмуртскому языку. Последний субъектно-объектный падеж творительный. Отвечает на вопрос «кем, чем». Выражается суффиксами «ен», «н». «Н» применяется после твердых «д», «з», «л», «н», «с», «т». Пример. «Мон карандашен соре дашко». Я карандашом рисую. Теперь повторим все эти падежи списком. Именительный. Кто что. Нулевой суффикс. Винительный. Кого что. Суффиксы ез, эз. Родительный. Кого чего. Суффикс лен. Разделительный. От кого, от чего. Суффикс лещ. Дательный. Кому чему. Суффикс лы. Лишительный. Без кого, без чего. Суффикс тек. Соответственный. Согласно кому, согласно чему. Суффикс я. Творительный. Кем, чем. Суффиксы ен, н. Надо отметить, что я здесь дал только основные значения этих падежей. Дополнительные их значения будут проходиться в следующих уроках.